Ни для кого не секрет, что наряду с государственной медициной существует и частная. В нашей стране тоже существует частная медицина. В основном это диагностические лаборатории. Таких лабораторий сегодня в Абхазии более 10. Однако все ли готовы обращаться в частные учреждения? Ведь существует опасение, что врачей больше заботит собственный доход, чем здоровье пациентов. Вот уже 8-й год в Сухуме успешно функционирует частное медицинское учреждение LabQuest, которое соответствует всем существующим требованиям и критериям оценки качества диагностической и лечебной помощи, оказываемой населению. По словам руководителя LabQuest Амины Амичба, частная медицина – это двойная ответственность. Если мы будем плохо обслуживать пациентов, то они просто не будут к нам обращаться и, соответственно, останемся без работы. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы пациент к нам возвращался, говорит она. В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о работе частного учреждения LabQuest. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Амина Амичба – выпускница факультета медицинской биохимии Абхазского государственного университета. Она до сих пор с благодарностью вспоминает своих преподавателей и считает, что они дали ей глубокие знания в области медицины и особенно в лабораторной сфере. Будучи студенткой 5-го курса, ее пригласили на работу в частную клинику MedLife, где под руководством Ларисы Ахуба она выполняла различные лабораторные исследования. Амина благодарна судьбе за этот бесценный опыт, но она всегда хотела начать свое дело. Затем ушла в декрет, вышла следом на работу в другую частную клинику. Там мне поручили заведовать лабораторией, и путь для себя был принят такой: если я смогу сегодня здесь развить лабораторную сферу в частном секторе, то значит мы можем говорить о будущем и о чем-то более масштабном. Отработав 3 года, я поняла, что можно вкладывать намного больше идей, дать больше пациенту качественных услуг не только в выполнении этих услуг, но и в атмосфере, в которой приходит пациент и получает эти услуги. Буквально через пару дней я созвонилась с Центром молекулярной диагностики и выкупила у них франшизу. Это была первая франшиза на территории Абхазии от слова «вообще». Это был 17-й год. Начали мы буквально вот здесь рядом, в квадратуре из 70 квадратов. Мы открыли небольшую лабораторию под брендом LabQuest in Life. Очень быстро, в течение 5-7 месяцев, мы поняли, что мы выросли. То есть вы сначала начали с анализа? Конечно. Моя стезя – это лабораторные услуги. Я не врач, я не клинический врач. Поэтому то, чем я умею заниматься, я делаю на отлично. И это, наверное, изнутри ты чувствуешь, что ты можешь это сделать. Открылись мы в 2017 году. Через 7 месяцев мы перешли в более большой центр. Из 70 квадратов мы выросли в 250. Буквально 2 года назад мы поняли, что мы и здесь не помещаемся. И поставлены были цели выстроить большой поликлинический медицинский центр со всеми услугами, чтобы пациент на этапе поликлиники мог себе позволить все услуги качественные, доступные, и так, чтобы пациент не выезжал из нашей страны и мог получить все качественное на территории Абхазии. Мы делаем для этого все. Чтобы открыть частное медицинское учреждение, нужно пройти все этапы лицензирования, а затем и все виды проверок в соответствующих органах. Существует свод стандартов лечения, которые обязательны для врачей, независимо от того, в каком лечебном заведении они работают. Я не могу сказать, что это было легко, но и не так тяжело. Когда ты делаешь все поэтапно и следуешь букве закона, то и цель будет достигнута, говорит руководитель LabQuest. Кто запретит, если ты это делаешь качественно? Есть же определенные сферы, которые должны наблюдать, контролировать и выдавать уже документ. Все было проделано, начиная от юриста, заканчивая уже отделом Минздрава, который выдал лицензию только после того, как он осмотрел помещение, осмотрел оборудование, получил лицензию от оборудования, сертификаты врачей, которые будут работать на этом оборудовании, только потом выдали нам лицензию.
Какая клиника лучше, государственная или частная? Выбор зависит от множества факторов, включая личные предпочтения, финансовые возможности и конкретные медицинские потребности. В государственных клиниках обычно предоставляют медицинские услуги по более низким ценам или бесплатно, могут иметь более длительные сроки ожидания из-за большого количества пациентов. Они часто финансируются и регулируются правительством, что может влиять на доступность и качество услуг. В частных же клиниках предлагают более короткие сроки ожидания и более высокий уровень комфорта. Могут предложить широкий спектр услуг и специализированное лечение. Зато стоимость услуг в частных клиниках обычно выше, что может быть недоступно для всех слоев населения. Амина Амичба призывает к тому, чтобы государство начало работать с частным сектором, взяв на себя платежеспособных пациентов. При этом частные клиники освободят место для малообеспеченных пациентов. А между частными учреждениями должна быть честная конкуренция, а у пациента право выбора, считает она. Мы должны стараться быть лучше, чем наш конкурент. Не грязными методами, исключительно, абсолютно чисто, просто быть лучше, купить лучше оборудование, сделать интереснее атмосферу, поменять диваны, на которых сидят пациенты. Знаете, такие мелочи, они приводят к тому, что все равно атмосфера очень много значит. И государственный сектор это немножко сложнее. И я все равно считаю, что нужно больницы и поликлиники тоже разделять, потому что в больнице надо принимать только стационарных больных, а поликлиника должна принимать. И какая цель поликлиники? Выявлять. Скрининговым методом выявлять, а уже дальше отправлять их в более тяжелые учреждения. На сегодняшний день LabQuest максимально перекрывает поликлинический уровень. Здесь предоставляются все виды лабораторных услуг, ультразвуковую и лучевую диагностики, а также консультации врачей. Работает колл-центр, который фиксирует запросы пациентов. Прежде чем расширить виды услуг и приобрести нужный аппарат, ситуация анализируется. Совсем скоро руководство планирует приобрести современный ультразвуковой аппарат в области акушерства и гинекологии. Он достаточно дорогой, зато уровень и качество предоставляемых услуг будет намного выше. Частная медицина – это бизнес, который работает на людей. Это бизнес, не который работает на директора, это бизнес, который работает на человека, на пациента. Это абсолютно так, без ложной скромности. Почему? Потому что все, что мы получаем, мы не кладем в карман. И не делаем так, что вот отработали, и неважно, сколько лет прошло, все остается в том же формате, мы постоянно вкладываем. Пациент приносит, то бишь он вкладывает в свое будущее. То, что он получит завтра. Прежде чем попросить специалиста работать в LabQuest, я также начинаю собирать отзывы от пациентов. Я всегда ориентируюсь на отзывы, на пациентопоток, на отзывы. Еще очень много у меня молодых врачей, которые приехали в Абхазию, не смогли устроиться по каким-либо причинам в государственном медучреждении, и я обязательно навожу справки. То есть не просто так пришел врач с улицы и сказал: я хороший врач, у меня много дипломов, давайте я буду работать. Нет. Он приходит, он оставляет резюме, я начинаю узнавать, я начинаю звонить в те места, где они работали, насколько врач квалифицирован, насколько он уважаем в обществе медицинском, в медицинском сообществе, и потом уже принимаю его на работу. Бывает такое, что я очень долго бегаю за врачом, чтобы привлечь его работать в LabQuest and Life, потому что каждый врач – это наше имя. Каждый врач – это будущее наше развитие. Терапевт Астанда Хагуш окончила медицинский лицей, затем Ростовский государственный медицинский институт. Отучилась год в интернатуре по специальности внутренние болезни, а затем уже ординатура. Астанда также окончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию. Она работала во многих учреждениях, заведовала терапевтической группой как терапевт и как производственный терапевт, то есть как специалист, который допускает к работе в государственных учреждениях. Астанда Хагуш вышла замуж и переехала на родину. Я приехала в мечтах, что я здесь востребована буду, но, к сожалению, госучреждения не открыли мне дверь как специалисту.
ну, не было мест или еще что-то. Я думаю, что это и так известно, что это большая проблема у нас. Я знаю многих, кто вернулись назад. Я объездила наши государственные больницы, получила отказ. Совершенно случайно оказалась на этой улице и увидела эту клинику. Зашла без связи, без знакомств и так далее. Зашла сюда, оставила свою бумажку с инициалами, да, с фамилией и со своей профессией. А на следующий день, к моему удивлению, в Абхазии Амина Руслановна набрала, сказала, что ознакомилась с моими данными, да, в интернете, чем она меня и удивила. То есть прежде чем меня взять, она прочитала и мою кандидатскую, да, диссертацию, и мой опыт работы. И в России есть же такие организации, которые оценки, да, ставят врачу, востребованность и так далее. И после этого она пригласила меня к себе на работу. И с того дня мы не расставались. Что LabQuest на сегодняшний день для вас? Семья. Насколько вам комфортно Да, здесь на 100%. работать? Я себя здесь чувствую, как будто я в семье. У нас очень комфортно. Я уверена, что у нас большие перспективы. И, ну, а что самое главное в работе? Это пациенты здоровые, да? И, мне кажется, больше мне не надо. Педиатр Дарья Тарасова окончила факультет педиатрии Челябинской медицинской академии по специальности семейный врач общей практики и педиатр. В 2010 году получила дополнительное образование по УЗИ-диагностике. Она несколько лет работала в государственной поликлинике, в последние годы совмещает работу в 2 частных клиниках. Почему меня привлекает работа именно в LabQuest? Потому что, во-первых, у меня есть возможности, да, обследовать пациента здесь и сейчас, то есть на месте. Пациент, обратившийся по какой-либо, ну, по той или иной причине, да, к врачу, есть возможность в одном месте провести практически весь спектр обследований, то есть и инструментальный, и лабораторной диагностики. Также есть смежные специалисты, которые также могут осмотреть в этот же день, если будет нужно. Мы имеем возможность совместно осматривать, да, то есть, например, ко мне приходят дети до года, просто даже на диспансерные осмотры, мы можем выполнить сразу осмотр врача-педиатра, УЗИ-скрининговые исследования, также провести эхокардиограмму, то есть УЗИ сердца, да, то есть взять сразу анализы. В этот же день может посмотреть ортопед. Да. Конечно, у нас некоторых специалистов пока не хватает, но я надеюсь, что в будущем все поликлинические специалисты узкие, они у нас будут. И все-таки работа в частных клиниках, она привлекательная. И в условиях, да, созданных для врача, то есть есть отдельный кабинет, есть все инструменты для осмотра пациента, и наш руководитель всегда идет навстречу, чтобы наша работа была полноценной, и старается приобретать те инструменты, которые нам нужны в нашей работе. То бишь мы работаем для пациента, для его комфорта, для его полноценной диагностики. Преимущество для пациентов – это, конечно, когда нет вот этого стихийного прихода, пациенты приходят по записи. На сегодняшний день у нас электронная запись существует, да, электронная рассылка. Пациент получает уведомление, что он там вас ждут в такое-то время. То есть нет столпотворения в холле, да, как в госучреждениях, когда все приходят в удобное для них время. То есть у нас нет такого наплыва вот здесь и сейчас. Да, все приходят по своей времени, по своей записи. Да, бывают, конечно, всякие ситуации, но мы их стараемся быстро решать. Если у нас там, допустим, вдруг какая-то экстренная ситуация, мы имеем возможность разделить кабинеты, чтобы не совмещались потоки, да, здоровых и больных детей.
Поликлиники субсидируются государством. Им не нужно платить за аренду помещения, закупать за свой счет дорогое современное оборудование и расходные материалы. Частные центры могут потратить ровно столько, сколько заработали, то есть сколько им заплатили пациенты. Частные медицинские клиники выживают самостоятельно. Может быть, поэтому зачастую складывается мнение, что частники экономят на всем, но это совсем не так. Да, это достаточно интересный вопрос. Я сама о нем недавно думала, как сделать аналитическую систему, чтобы понимать, насколько врач квалифицирован в своей профессии. Это благодарные пациенты, это пациенты, которые выздоровели. И у нас их, вы себе не представляете, колоссальное количество. У нас даже есть статистика, что во время ковида мы провели осмотр около 2000 пациентов, из них к нам вернулось 1500. Уже с другими заболели. То есть это о чем говорит? Потому что они доверяют этому врачу. В тяжелый период пандемии 2020 года не только для Абхазии, но и для всего мира частная медицина внесла свой неоценимый вклад в дело спасения людей. Хотя основная нагрузка по лечению ковида легла на государственные клиники, LabQuest подставил свое плечо. 24 часа в сутки врачи этого учреждения занимались лечением людей. Это и лабораторная диагностика, лечение и реабилитация. И сегодня, то сложное время, врачи LabQuest вспоминают с гордостью, ведь они в самый тяжелый период для страны не изменили своему профессиональному долгу. Все так зависит от команды, с которой ты работаешь. Я так благодарна всему своему коллективу, потому что, начиная от санитарки, заканчивая врача, никто не отказался работать в ковид. Причем мы работали с 5 часов утра. Был такой период, помните, закрыли границы, и никто не мог пересекать на легковой машине. Только LabQuest, будучи франшизным офисом, имеющий все документы, которые имеют право пересекать границу с биоматериалом, мы вывозили наш биоматериал, и пациент получал ответ на следующий день. То есть, как было в потоке? Вы сдавали ПЦР и получали через несколько дней. В LabQuest вы получали его на следующий день. Насколько это облегчало диагностику и лечение? На все, мне кажется, даже 99%. Я под руководством, я не могу сказать, что я руководила, все они со мной вместе встали, и все мы работали. Мы принимали большое, колоссальное количество людей. У нас не было проблем с расходниками, мы контролировали этот процесс. У нас не было проблем с препаратами, которые мы в дневном стационаре использовали. У нас не было проблем во врачах, которые могли заболеть, ведь мы все стояли на передовой. Мы очень серьезную работу провели. Мы один день не взяли выходной. Один день. Работая с 5 утра до 8 вечера. Нам даже Амина Руслановна не поручала. Это по желанию. Не может же заставить человека работать в такой период. Тем более я была в положении. Я считаю, что он был равнозначен другим организациям государственным. У нас не было минуты отдыха. Мы работали, я даже не знаю, как объяснить, для частной клиники масштаб был очень высокий. То есть в день у нас было по 60 человек, у меня одной, у терапевта. На тот момент я была на 8-м месяце беременности, и даже с 7-го месяца где-то. И я уехала вплоть за неделю до родов. Поэтому это надо спросить у Амины Руслановны, потому что она вела статистику окончательную, какую мы совершили. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, у нас было около 2000 населения. Да, мы и у нас результат не худший, чем в государственных учреждениях. То есть у нас здоровые люди, без осложнений и так далее. У любой болезни протокол лечения, правильно? Но здесь невозможно лечить по протоколам. Ты все подбираешь интуитивно по симптоматике, по пациенту, по его показателям, по его объективному статусу. Особенно по его во время ковида психоэмоциональному состоянию, потому что это имело очень большую роль. Так и лечили. Как и сегодня, не только с ковидными. Я работаю 24/7. У меня не бывает ни минуты отдыха или перерыва. Это может и в 4 утра быть, и в 6 утра. И, я уверена, что сегодня спросить у любого моего пациента, они знают, что я 24/7 на связи. По любому поводу. Даже не будучи они у меня на приеме, дистанционно, я всегда направлю
на там, какой спектр, допустим, анализов сдать или какое необходимо начальное лечение, а потом уже по ходу они приходят на прием. Будь то частное или государственное учреждение, оно должно всегда оцениваться с точки зрения профессионализма персонала. Врачи, медсестры Лабквеста периодически проходят стажировки и тренинги. Ведь сама суть оказания медицинской помощи одинаковая и в государственных, и в частных клиниках. Она базируется на доказательной медицине. В обязательном порядке деятельность Лабквеста контролирует Минздрав Абхазии. Ежегодно комиссия, в составе которой представители соответствующих инстанций, обследует все помещения и проводит анализ предоставляемых услуг. Вопреки нынешнему положению вещей, вокруг Лабквеста существует несколько мифов, с которыми руководство и персонал категорически не согласны и развеяли в нашей программе. Первый, который вы мне задали, что Лабквест очень дорогой. Неправда. То, что красиво, то, что чисто, и то, что это немножко антуражно, это не значит, что дорого. Это значит, что директор не в карман себе кладет, а делает для пациента. Очень многие, которые даже не были обследованы в Лабквесте, говорят, что здесь дорого, не ходите в Лабквест. О чем говорить дальше? И на такой вопрос я всегда отвечаю: а вы пройдитесь по другим клиникам, организациям, сравните цены, а потом возвращайтесь. И очень часто возвращаются. Потому что я всегда работаю для наших граждан. Открывая франшизы, тоже это делаю для наших граждан. Первое мое условие, когда я покупала этот продукт, было условие, что у нас цены были дешевле, чем в Российской Федерации. Это раз. Два, чтобы у нас были федеральные акции, чтобы мы могли очень часто пациентам давать акции. А не так, что вот гормон щитовидной железы стоит у нас, условно говоря, 1000 рублей, чтобы всегда так было. Он бывает, но стоит 200 рублей. Бывает, что стоит 500 рублей, в зависимости от того, какую акцию мы придумаем. И этот договор был успешно подписан. И я думаю, что все пациенты, которые у меня не первый год, они все это все знают. Очень часто, просто надо следить за страницей в Инстаграм, и в основном у нас идет рекламная продукция о том, что происходит в клинике на данный момент. Мы можем за 1000 рублей 8 показателей биохимии вам сделать. Витамин D с другими витаминами буквально за 600 рублей. Очень много мы даем своим пациентам, чтобы можно было за минимум получить максимум. Я каждый раз стараюсь выбивать эти акции федеральные. Более того, бывают какие-то праздники, да, вот, допустим, праздник 8 марта. Мы стараемся всем женщинам, помимо того, что мы подарки дарим всем пациентам, которые приходят в этот день, провести ультразвуковое исследование, допустим, малого таза бесплатно. Просто никто об этом не говорит. Наш народ привык, благодарности нет, есть только проблемы. Очень часто, особенно на начальном этапе развития частной лабораторной медицины, было о том, что неправда, что анализы везутся в Москву. Вы такое не слышали? Очень многие в силу, наверное, не сразу к нам приходит интернет, мы не умеем им пользоваться, знают, что такое возможно. Самолет облетает планету за 24 часа. Как тогда анализы невозможно отправить? Вся Россия работает с централизованной системой. То есть Краснодар, Питер, Москва, они имеют, допустим, одну лабораторию крупную, централизованную в Москве, и все регионы присылают туда. То же самое и мы. То есть мы сегодня утром отправили анализы, глубокой ночью они в лаборатории круглосуточные, они за ночь делают эти анализы, а есть те, которые и продолжаются днем, мы получаем результат на почту, благо у нас есть интернет, уже на следующий день, утро, вечер, неважно. Есть в договоре прописаны сроки каждого анализа. Вот такой вот миф. Очень долго боролись мы с этим мифом, сегодня этот миф, к счастью, угас, то есть таких уже больше нет. Очень часто бывает, что пациенты не смотрят на договор заказа, не знают, когда приходят результаты, говорят: ой, как долго делается результат в Лабквесте. Или я сдал неделю назад, а мне до сих пор не прислали на WhatsApp сообщение о результате. Его никогда на WhatsApp не присылают. Он всегда приходит в СМС-уведомление. Никто его не смотрит. Ну а говорить очень легко.
В данный момент идет строительство трехэтажного здания, куда LabQuest переедет в скором будущем. Внутренние работы уже завершены, осталась фасадная часть. Для нового медицинского центра уже закупили новое оборудование. Мне здесь хорошо, уютно, комфортно. Меня слышит мой руководитель. Он слышит мои требования в плане повышения уровня моей квалификации. И он готов разделять со мной время, да, даже материальное. То есть мой руководитель заинтересован в моем уровне знаний. Вот это меня очень радует. Целеустремленность вот это и желание идти в ногу с развитием, да, с временем развития медицины во всем мире. Я вижу в нашем руководителе это, и меня это очень радует. Поэтому я считаю, что у нас очень большое будущее. Я думаю, что самое великое, самое процветающее, да, но я считаю, что здесь даже речь не какое будущее у LabQuest, а какое будущее у людей, которые приходят в LabQuest. И я считаю, что это самое лучшее, что может LabQuest сделать для людей, это нести здоровье народу, и больше не надо, мне кажется. Помимо того, что будет поликлинический уровень, мы хотим перекрыть и лучевую диагностику. То есть пациент, придя к нам, уже не надо бегать по городу и искать, где можно сделать МРТ, КТ или рентген. Все будет в одном месте. Врач, диагностика, лечение. Я думаю, это большая перспектива для всех граждан. Буквально пару месяцев, и LabQuest предложит нашим гражданам один из самых инновационных медицинских центров с широким спектром качественных услуг. Сколько стоит здоровье человека? Пожалуй, вопрос риторический. Но ясно одно – если купить здоровье возможно, нельзя этого не сделать. Предпочитаете вы частную клинику или же государственную – неважно. Главное – вовремя обращаться к врачу и не запускать болезнь. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!